Накал страстей между участниками предвыборной гонки в США неизбежно выплескивается на улице и отзывается на американских кухнях. Я поэтому голосую, выбираю политиков в моем городе. Эту семью из Сан-Франциско, наверное, можно считать примером иммигрантов из позднего Союза. Уехали в начале 90-х из Украины. Бабушка семейства Светлана, пенсионерка. Старшая дочь Регина, администратор-аналитик в крупнейшей больнице региона. Ее муж – технарь из Кремниевой долины. Третье поколение, отсутствующий по причине выходных внук, студент. И самая горячая тема сезона в спорах в семье и с друзьями, предвыборной кампании и грядущие праймерис. Мы одни из немногих здесь, среди наших эмигрантов, мы голосуем демократы, либеральные демократы. Очень многие как раз больше разочарований. Нету таких харизматичных личностей, за которых вот хотелось бы встать и сказать: да, это мой кандидат, я иду за него голосовать, ни с той, ни с другой стороны. Впрочем, выбор у демократов пусть и невелик, но за кого голосовать Регина уже определилась – Хиллари Клинтон. И вопрос не в пресловутой женской карте, а в логике и рационализме. Для революции по Сандерсу пока рано, главное – остановить Трампа. Миллиардеры в этой семье вообще поминают недобрым словом. Причину лучше всего объясняет бабушка. Мне он типа Жириновского, знаете, такого политика в той стране. Я ему не верю. Я ему не верю. И еще меня оттолкнуло то, что он сказал, что он подружится с Путиным. А для меня хуже Путина. Сейчас, вот в связи с событиями на Украине, нету человека. Любопытно, но выходцы из Социалистического Союза весьма доброжелательно отзываются о Берни Сандерсе, которого республиканцы вообще и Трамп в частности клеймят как раз за социалистические якобы идеи. Америке нужна встряска, говорят в этой семье, но время пока не пришло. Этот так называемый социализм Берни Сандерса не имеет ничего общего с социализмом, как принято говорить, владисоциализмом Советского Союза или, скажем, в прошлом Чайны. То, что пытается провести своими программами Сандерс, эти программы достойные должны быть в такой богатой стране, как Америка. Впрочем, столь либеральные взгляды – редкость в русскоязычной иммигрантской среде, традиционно голосующей за республиканцев. Даже наши герои признают, что с некоторыми друзьями политика и выборы стали запретными темами, чтобы не поссориться. Кто прав, станет понятно во вторник. Эти праймерис станут финальным аккордом отборочного этапа в финальную часть президентской гонки. Голосование пройдет сразу в 6 штатах – Монтане, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Северной и Южной Дакотах, Калифорнии. В последней свежие соцопросы отдают предпочтение Хиллари Клинтон, но перевес всего пара процентов. А значит, битва за умы и сердца избирателей будет идти до последнего момента. Роман Мамонов, Анатолий Кошенко. В настоящее время Сан-Франциско, штат Калифорния, США.